проекта «Школа правовых компетенций». В президиуме сегодня у нас я, Аюб Кагиев, председатель Совета Ингушского отделения Ассоциации юристов, Аслан Умаров, председатель Совета Ассоциации муниципального образования Республики Ингушетия, Ильяс Гамберкиев, руководитель ООО «Гарант», нашего правового партнера, и сегодняшний наш эксперт, который будет вести сегодняшнее занятие, посвященное экологическим правам, это Ахмед Абагиев, он у нас декан юридического факультета Института экономики и проведения, кандидат юридических наук. Несколько слов до того, как мы начнем занятие. Сегодня у нас важная часть сегодняшнего нашего занятия – это подписание рамочного соглашения или соглашения о сотрудничестве между компанией «Гарант», это научно-производственное предприятие «Гарант Сервис Университет», и Ассоциацию юристов России, лица Ингушского отделения, о сотрудничестве между нашими организациями. Более подробно Ильяс Гамберкиев скажет уже, что подразумевается это соглашение, потом уже мы, как говорится, под ваши аплодисменты его подпишем. Пожалуйста. В первую очередь хочу поприветствовать и присутствующих, и членов Ассоциации юристов. Кстати, есть с чем их поздравить. В первую очередь с тем, что Гарант для них станет намного и намного доступнее, не только потому, как он был раньше доступен, сейчас он станет еще и доступен по деньгам. Почему? Потому что, подписав данное соглашение, все, кто входит в Ассоциацию юристов нашего отделения Ингушского, получают скидку 85%. То есть быть в составе Ассоциации юристов в Ингушетии — это не только получается статус, но и выгодно. И нам очень приятно предложить это вам, сделать вас частью Гаранта, гарантировать вам что-то. Это что-то сегодня является правовая информация, это не только Гарант сегодня решение для многих и других задач, не только для поиска документов, но и очень много консультаций, и Гарант всегда развивается, и в принципе с удовольствием это делаем для вас. Спасибо, Ильяс. До того, как мы перейдем к церемонии подписания соглашения, я хотел бы слово дать Аслану Умарову. Он у нас по уважительной причине на первом занятии отсутствовал. Тоже наш организатор проекта Ассоциация муниципального образования Республики Ингушетия. Пожалуйста. Я скажу, что это у нас, вы, наверное, ранее уже говорили, второй проект, который мы начали реализовывать в этом году. Школа правовых компетенций, я не буду вдаваться в подробности, но Ассоциация муниципального образования Республики Ингушетия ставит своими задачами не только развитие наиболее эффективных практик в сфере органов местного самоуправления, но и просвещение населения по различным правовым вопросам, касающихся муниципальных образований. Нет практически вопросов, которые бы не затрагивал в той или иной степени муниципалитета, потому что жители всегда обращаются со всеми своими проблемами, непосредственно контактируют в первую очередь с органами местного самоуправления, и поэтому нами в том числе было принято решение принять участие в реализации этого проекта в этом году. Со своей стороны мы, конечно же, будем участвовать в данном проекте в вопросах, касающихся именно муниципальных образований, работы в органах местного самоуправления. Очень приятно видеть сегодня здесь некоторое количество людей, которые согласились принять участие в этом проекте. В прошлом году наш проект хорошо себя показал. Расставаясь, многие участники проекта были очень довольны и имели желание продолжить участие в тех или иных проектах. Я уверен, что и вы останетесь довольны. Мы постараемся сделать все от себя зависящее, чтобы просветить вас в тех вопросах, которые мы обозначили в рамках реализации этого проекта. Когда мы сейчас парафируем это соглашение, еще раз хотел бы, пользуясь случаем, выразить благодарность компании «Гарант» за то, что они приняли наши предложения. И на самом деле это уникальные условия для сотрудничества.
в рамках деятельности двух наших организаций. И, безусловно, это будет способствовать как и повышению престижа деятельности ассоциации юристов, так и правовому просвещению граждан, потому что на таких условиях, я думаю, грех не воспользоваться услугами гаранта. И печать скажем. Какие экземпляры передаем? Да. Говорю, что это соглашение будет подписано не мною, как региональным руководителем компании, а генеральным директором компании Шамановым, нашим руководителем. Спасибо. Тогда мы сейчас слово передаем Махмеду Ахмадиеву и приступаем сегодняшней непосредственно к теме занятия. Итак, конечно, хотелось бы вначале всех поприветствовать. Приятно видеть и давно известные лица, и совершенно новых людей, которые уже не знакомы. Сегодня в рамках этого занятия мы поговорим о праве на благоприятную окружающую среду. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – это право на благоприятную окружающую среду. Ну, само по себе название занятия говорит о том, что мы будем говорить непосредственно о вопросах, все-таки касающихся юриспруденции, потому что сам я юрист, не эколог, не защитник, такой активный защитник природы, но тем не менее история человечества, она дала нам огромный багаж опыта и знаний, которые мы используем по сей день. Вот одним из примеров такого опыта мы можем, в качестве примера такого опыта мы можем сказать о правовых нормах. То есть правовые нормы – это изобретение человечества. Сами по себе правовые нормы – это те именно регуляторы общественных отношений, в которые мы с вами вступаем ежедневно по различным поводам. По поводу, например, заключения различных сделок, по поводу, например, совершения каких-либо действий, которые окажут дальнейшее влияние на нашу жизнь. Регуляторы общественных отношений, мы знаем, что у нас есть еще целая группа норм, которые мы называем социальными, то есть те же самые религиозные нормы, те же нормы, например, морали, которые также выступают в качестве регуляторов социальных отношений в обществе, но отличие правовых норм от всех остальных норм социальных заключается именно в том, что они устанавливаются, защищаются и, в общем-то, подтверждаются силой именно государственного воздействия. То есть есть понятие о силе государственного принуждения. Экология, в общем-то, вот мы видим здесь такие красивые виды природы, и рукотворные, и нерукотворные ландшафты. Но что мы можем сказать? Окружающая нас среда – это та среда, в которой, в общем-то, должен находиться и в котором любой живой организм, и в котором он может получить нормальное развитие. Когда говорим о нормальном развитии, мы говорим именно о всех организмах, как о биологических существах. Мы не затрагиваем именно социальный аспект. Само по себе значение окружающей среды, в общем-то, наверное, оценить или
очень тяжело. Потому что практически любой аспект жизнедеятельности человека, он связан с окружающей средой. Мы знаем, что есть возможность в искусственных условиях каким-то образом имитировать условия окружающей среды. Мы знаем, да, что человек может опускаться до определенной глубины и в морские воды, может находиться на орбите Земли, в условиях, где, в общем-то, ни одно живое существо жить не может. Но, тем не менее, проживать на Земле, создавая искусственные условия, человек еще не может. То есть, для того, чтобы обеспечить просто свое проживание на планете, человек должен заботиться об окружающей среде. Приоритеты в защите и охране окружающей среды государства установили уже давно. То есть еще с 40-х годов прошлого века, в общем-то, мы можем наблюдать процессы, когда государство непосредственно своими инициативами ограничивает каким-то образом деятельность, например, промышленных объединений, имея целью исключительно защиту либо атмосферного воздуха, либо вод, либо земель. Мы прошли очень большой путь в этом смысле, потому что, например, в те же 60-е, 50-е годы огромное количество земель, ввиду их нерационального использования, так называемой мелиорации земель, которые, в общем-то, не подлежали возделыванию, мы получили, в общем, огромные территории бесплодной земли. В общем-то, сейчас, в данное время, на нас это тоже оказывает такое очень негативное влияние. Ну, для примера вот, того, как нерационально может использоваться государством ресурсы, например, и эксплуатироваться природная среда, мы можем привести тот же пример, например, в Казахстане, в районе космодрома Байконур, были проекты по захоронению ядерных отходов, причем именно не помещения, а, ну так скажем, подземные хранилища для помещения этих отходов, они вырывались с помощью ядерных взрывов. То есть создавалась огромная воронка, и туда просто сваливали этот весь радиоактивный материал. Ну, подобного варварского отношения, конечно, уже давным-давно нет ни у нас, ни где-то еще и в мире, потому что даже такие страны, как, например, Северная Корея, они, в общем-то, заботятся об охране своей среды, понимая значимость этого процесса. Право, защищающее именно окружающую среду, оно у нас в России именуется экологическим правом. Непосредственно сказать, что у нас вот существует какая-то такая строго кодифицированная система норм экологического права, мы не можем. Потому что если мы начинаем разбирать определенные правовые нормы, посвященные, например, защите экологии, мы сразу же видим, что в каждой отрасли права, в уголовном, административном, в гражданском праве, мы заметим, что есть отдельные группы норм, посвященные именно защите природы. То есть в уголовном праве целая глава посвящена экологическим, так называемым, преступлениям. Есть отдельные статьи, которые применяются в части именно к экологическим правонарушениям. Гражданский кодекс вообще вроде бы слов экология как таковых нигде не озвучивает, но тем не менее в Гражданском кодексе, например, существует понятие обязательств из деликтов, то есть тех обязательств, то есть возможностей сохранить и защитить свои права в том случае, если явно, например, из подобного случая видно нарушение этого права. То есть, если, например, вы увидите, что определенное предприятие уже нанесло вред окружающей среде, то есть, в общем-то, и вам в том числе, и этот вред был подтвержден, вы можете запретить в судебном порядке деятельность предприятий подобного вида на основании именно положений Гражданского кодекса. То есть кодекс сам по себе дает такую возможность.
Ну, существуют, естественно, у нас и специализированные законы, посвященные защите окружающей среды. Есть законы, которые содержат какие-то группы норм, посвященные именно природоохране. Есть и непосредственно посвященные исключительно охране. Вот сегодня мы с вами разберем систему законодательства, именно посвященную природоохране. То есть здесь у нас есть вот такая вот презентация. Итак, экологическое законодательство традиционно, в общем-то, делится на две части, общую и особенную часть. В общей части мы видим перечень законов, это закон об охране окружающей среды, об экологической экспертизе. Список этих законов, он не оконченный, потому что помимо законов мы знаем, что источниками права у нас являются и подзаконные акты, то есть постановления, именно правительства, указы президента, региональное законодательство, посвященное природоохране. Ну и, конечно же, у нас, так как присутствуют представители муниципальных органов, в общем-то, и постановления, и различные акты муниципальных органов, потому что они тоже, в общем-то, занимают не последнюю роль именно в охране окружающей среды. Источники экологического права, они у нас вот содержатся на этом слайде. То есть, естественно, первым источником является Конституция Российской Федерации. Конституция провозглашает основные принципы защиты и использования объектов окружающей среды. То есть, например, режим, есть по недрам, который у нас Конституцией утвержден. Ну, и мы должны помнить, что нормы Конституции, они у нас не декларативный характер носят, а имеют прямое действие на территории Российской Федерации, поэтому Конституция всегда у нас идет на первом месте в списке источников. Законодательные акты РФ – это те нормативные акты, которые содержат в себе нормы права, регулирующие отношения, связанные с защитой окружающей среды. Акты президента Российской Федерации и акты правительства Российской Федерации, в общем-то, тоже не последнюю роль занимают в среде документов, которые у нас регулируют отношения, связанные с защитой окружающей среды. Ну и, конечно, мы не должны забывать про нормативные акты министерств и ведомств, которые, в общем-то, дают часто и толкование, и разъяснение основным нормативным актам государства, собирают и обобщают опыт применения таких законов и дают очень такую хорошую помощь, оказывают юристам в этом смысле. Ну и, естественно, мы по нормативным актам субъектов тоже можем сказать, что те отрасли права, которые у нас находятся в совместном ведении, либо в исключительном ведении субъектов, они тоже не смогут нести в себе нормы, посвященные природоохранному именно законодательству. Сам механизм воздействия на ситуации, связанные именно с окружающей средой, мы можем видеть вот на этой таблице. То есть экономический механизм охраны окружающей среды под собой подразумевает либо обобщение данных, либо какие-то фискальные какие-то меры, то есть меры, например, направленные на оплату, то есть на материальное возмещение вреда, причиняемого окружающей среде, либо наоборот, они предусматривают некие льготы за деятельность, которая влечет в конечном итоге пользу, несет, которая окружающей среде. То есть фискально мы можем сказать, что это и плата за загрязнение, и налогообложение, то есть отдельные режимы возмещения причиненного ущерба. К таким льготам мы можем именно экологические фонды и экологические льготы отнести. Ну и, соответственно,
когда мы собираем информацию по данным, связанным с защитой окружающей среды, нам, естественно, нужен какой-то массив. И вот такие массивы образуют у нас кадастры природных ресурсов, то есть с помощью кадастров мы ведем учет природных ресурсов, фиксируем данные этих ресурсов и, в общем-то, при передаче их, например, от одного собственника к другому, мы можем отследить их состояние и оценить причиненный ущерб. Ну, существует группа органов, которые мы называем органами экологического управления Российской Федерации. Естественно, официального такого наименования не существует. Это исключительно в такой доктрине экологического права существует такое понятие. Естественно, все те организации, те министерства, которые мы здесь видим, они не являются исключительно природоохранными, но в их деятельности присутствуют обязательные природоохранные функции. То есть то же самое мы, например, сможем сказать о Минприроде. То есть Минприроды не занимается исключительно природоохраной. Основная ее, один из основных видов ее деятельности – это контроль именно за соблюдением природоохранного законодательства и лицензирование, например, разработков недр или лесных ресурсов, либо, например, объектов животного мира, промышленная разработка и так далее. То же самое мы не можем сказать о Росгидромете, да? То есть Росгидрометр, в общем-то, такая организация, которая, в общем-то, имеет специфические функции. Но, тем не менее, некоторые функции по защите окружающей среды тоже присутствуют. То есть функции оповещения, например, о предстоящей и возможной экологической катастрофе у них есть. По функциональным, например, мы можем сказать Гортехнадзоры, МВД и Госкоматомнадзоры. Конечно, это узкоспециализированные учреждения, направленные на контроль определенных сфер деятельности, именно промышленной деятельности. То есть где-то мы с вами можем наблюдать, например, Госкоматомнадзор не занимается исключительно надзором за атомной энергетикой, то есть там очень широкая сфера деятельности. Роскомнедра, Минсельхозпром и так далее. Все эти органы, в общем-то, каким-то образом задействованы в именно экологическом управлении. Естественно, главой государства Российской Федерации, мы знаем это из Конституции, является президент Российской Федерации. Он аккумулирует ту власть, которую в себе сосредоточил многонациональный народ Российской Федерации и, в общем-то, занимается напрямую управлением государством. Нельзя сказать, что, так как у нас все-таки 3 ветви власти имеются, то есть здесь нельзя, естественно, говорить, то есть не сказать о федеральном собрании. Именно законотворческом органе, который очень четко и быстро реагирует на изменения, происходящие в обществе, в том числе в области охраны окружающей среды, и вносит необходимые коррективы в законодательство. Здесь у нас, естественно, нельзя сказать, что суд у нас здесь не присутствует, потому что непосредственно у суда нет функции управления. Суд все-таки это орган, разрешающий спорные какие-то моменты и косвенным образом толкующий право. Нельзя, конечно, его называть так, но каким-то образом, конечно, он дает свое толкование правовым нормам. Поэтому суда на этой таблице мы не видим. Управленческие функции у нас все-таки больше у органов законодательной и исполнительной власти. Сам по себе эколого-правовой механизм, в общем-то, у
у нас такой традиционный, то есть правовые нормы имеют свои специфические способы воздействия на общественные отношения. В рамках экологического права есть понятие норм природоохранного законодательства, права и нормативы, устанавливаемые специальными ведомственными и утверждаемые законом, нормы гарантий и различные нормы, регулирующие эколого-правовые отношения, то есть это и хозяйственные, и административные нормы. Нормы гарантии, в общем-то, это те нормы, которые у нас в основном содержатся в Конституции и как основополагающие принципы в основных законах, например, закона о защите окружающей среды. Нормы гарантий провозглашают права человека на нормальную окружающую среду, на возможность использования этой среды для своих нужд, то есть не только для нужд, например, промышленности, но и, например, нужд оздоровления, самооздоровления, так называемые рекреационные зоны и так далее. То есть здесь мы видим, что 4 мы выделили на слайде способов вообще воздействия правовых норм на общественные отношения, но, естественно, наука экологического права, она не стоит на месте, постоянно развивается, и, в общем-то, я надеюсь, что у нас в будущем мы увидим больше способов воздействия таких норм. Мы плавно переходим уже к объектам правовой охраны. Вкратце мы можем сказать по объектам правовой охраны, что это именно те объекты окружающей среды, которые нуждаются и наименее защищены от воздействия человека. Мы знаем, что природа, в общем-то, она имеет способность к самовосстановлению. Но прогресс человеческий, он настолько быстрыми темпами идет, что, в общем-то, и у природы возможности для такого самовосстановления не остается. К примеру, есть, вот вы наверняка слышали, есть такая река Ганг в Индии. Считается одной из 5 самых загрязненных рек в мире вообще считается. У нее огромный такой и значение огромное придают вообще в самой стране, но жалеть как объект правовой охраны никто ее не жалеет. Но у реки Ганг есть очень удивительное свойство, то есть в течение 6 часов вода в реке самоочищается. Пока что механизм этого не ясен, исследования проводили, это было подтверждено. Но несмотря на эту способность самой реки самоочиститься от того огромного такого объема, вот этих нехороших веществ, она не может, просто не способна, потому что ей на это нужно больше времени. Представьте, население около 2 миллиардов человек, естественно, очень развитая промышленность, в том числе и такая очень экологически грязная, можем сказать, промышленность, такая, например, как фармацевтическая, целлюлозная, металлургическая, она, в общем-то, сосредоточена именно в Индии. То есть сама страна, она радует своей рабочей силой, поэтому промышленные предприятия очень часто создаются там. И реки, и, в общем-то, другие различные объекты природные именно, они страдают из-за этой развитой промышленности, потому что, в общем-то, экологические нормы в Индии, они не настолько строги, ввиду все-таки не особой развитости именно самих принципов законодательства в стране. Но здесь мы вот видим, в Российской Федерации у нас отдельные объекты окружающей среды, они выделены как особо охраняемые природные территории и объекты. Это и лечебно-оздоровительные зоны, и курортные, и санитарные зоны, защитные зоны, и различные вот такие национальные природные парки, памятники природы, зеленые зоны, рекреационные зоны. Здесь мы видим, в общем-то, что
выделено в отдельный объект Природно-заповедный фонд России. То есть Природно-заповедный фонд России, вот центральный у нас столбец нашего слайда, он занимает именно вот эти объекты, входят в Природно-заповедный фонд. В чем важность и большое значение такого фонда? Несмотря на то, что по масштабам вообще и количеству лесных ресурсов Россия не последнее место в мире занимает, тем не менее мы должны сказать, что количество, например, тех же лесов от года в России сокращается. И когда-то, еще где-то в 80-х годах мир начал бить тревогу о вырубающих о лесах Амазонки, которые, в общем-то, называют зелеными легкими нашей планеты, то есть огромная масса растений, которые вырабатывают кислород, основную массу кислорода на планете. Недалеко то время, когда в России, в общем-то, тоже уже придется запускать подобного рода кампанию, потому что все-таки лес — это именно тот объект, который необходимо сохранять просто для того, чтобы сохранять жизнь на Земле. Потому что сам по себе кислород в нашей природе не образуется. Исключительно это результат фотосинтеза растений, то есть продукт их биологической жизни, когда растения поглощают углекислый газ под воздействием солнечного света, в общем-то, как продукт ее жизнедеятельности выходит кислород, выпускает кислород. И здесь мы должны постоянно следить. Если в срезе именно Ингушетии мы будем смотреть, последние годы, особенно последние годы, активно у нас пропагандируется высадка зеленых насаждений. Мы видим в наших строящихся населенных пунктах одним из обязательных условий это высадка, например, деревьев рядом со строящимися домами, организация таких посадок, восстановление лесов. То есть сейчас мы видим, что уже немножко наш край становится год от года зеленее. Но, к сожалению, не все жители нашей республики еще понимают важность вообще этого момента. Памятники природы. Памятники природы — это особые природные объекты, которые именно обладают такими свойствами, как уникальность, невоспроизводимость и социально-экономическая ценность. Естественно, как ввиду своей уникальности и, в общем-то, невоспроизводимости, они подлежат особой охране. Поэтому памятники природы у нас выделяются обычно в отдельный вид объектов, нуждающихся в правовой охране. Они всегда имеют в себе паспорт. Отдельные организации, либо государственные учреждения, либо министерства берут на себя обязательства по их охране. И в ограниченных случаях они передаются землепользователям, но опять-таки это все происходит в рамках самого особенности того объекта, который подлежит такой охране. И вот у нас мы перешли уже к международным объектам охраны окружающей природной среды. Можно сказать, что это 5 основных видов объектов, которые защищаются международными правовыми нормами. То есть это воздушный бассейн, космос, мировой океан, разделяемые природные ресурсы и Антарктида. Это объекты у нас имеют международное значение, и международными соглашениями регулируется их правовая охрана. Сейчас мы можем уже, в принципе, по времени
Ну, вначале, конечно, вопросы, какие у кого возникли, я попрошу вас задавать. Ну, а уже после кофе-брейка мы, наверное, продолжим. Сейчас уже немножко пересидели, что ли. Нет, у меня вопроса нет, я имею в виду... Нет, я хотел начать на Нет, я вижу, что вопроса нет, то есть... Если вопросов нет, в общем-то, может, если у кого-то возникает, можете записывать вопросы. Мы после занятий еще поговорить можем об этом. Да, есть, может быть, практическая часть задать вопрос. Да, в общем-то, очень часто бывает вот на таких выездных семинарах, что где-то ты уединяешься, где-то в кабинете, и к тебе уже начинают ходить люди с вопросами. Можно иначе происходит. Вопрос. Да. У меня еще такая ситуация. У нас тоже бывает отца, да? Да. У нас есть какой-то процесс, чтобы обратно просить, чтобы как бы процесс был. Именно. Не вырубают, людей не садят в гараж. Ну, есть такая вот, есть понятие именно незаконной вырубки, да? То есть законные вырубки всегда подразумевают возмещение. То есть каждый, например, каждый предприниматель, получивший разрешение на вырубку леса, он всегда обязан высадить определенное количество лесных насаждений, то есть восстановить. Это, естественно, есть, это предусмотрено законом и происходит не только у нас, а вообще по всей России. Но понятие незаконной вырубки, они уже не подходят. Это, в общем-то, уголовное преступление. То есть, естественно, ущерб, который понесла окружающая среда, он будет оценен, и в случае задержания правонарушителя этот ущерб будет взыскан с этого правонарушителя. То есть у нас, это, в общем-то, в рамках уже уголовного права. Я дополню тогда его вопрос. У нас в Суздальском районе находится, скажем так, 1/2 всего леса республики. 40 тысяч, если не ошибаюсь, из 83. Есть такое понятие, как санитарная очистка, санитарная вырубка леса, то есть комитет лесного хозяйства республики выдает какой-то организации лицензию на санитарную вырубку, то есть они слабые, плохие, там, повалившиеся деревья вырубают, спиливают, а здоровый лес, как он заделывали леса, его оставляют. Таким организациям нет претензий. Но вот у нас был вопрос, что комитет лесного хозяйства, насколько мне известно, сказал, что с определенного периода они перестали выдавать лицензии. Почему? Потому что незаконно злоупотребление. Да. И правоохранители столкнулись с такой проблемой, в частности, у Суздальского была такая проблема, что они, когда ловили человека, который везет этот лес, не могли с точки зрения законодательства предъявить ему никаких претензий. Единственное, что они могли делать, это изымать лес, на которых у них нет документов. Они заставляли их выгружать, иных возможностей наложить на них какие-то санкции, да, у них не было. Или они вынуждены были через определенный период времени их отпускать. Либо, если я не ошибаюсь, какой-то минимальный там штраф. Способ воздействия, да? Способ воздействия, да, вопрос. Дело в том, что вообще с точки зрения закона, конечно, ситуация очень странная, потому что, в общем-то, незаконная вырубка леса – это явление не новое, не только для России, а вообще в целом. То есть, вы присаживаетесь, не только в России, то есть в СССР существовала незаконная вырубка леса, и существовали нормы, которые применялись к нарушителям закона. И, в общем-то, механизм довольно уже давно отработан. Всякое лицо, у которого есть разрешение на вырубку, оно, соответственно, предъявляет любому контролирующему работнику, то есть должностному лицу, необходимые документы по первому требованию. То есть, если эти документы отсутствуют, в общем-то, уже возникает вопрос о законности вырубки. Но я понимаю, вопрос в чем состоит, что
задерживают грузовики, например, груженные уже лесом, но без сопроводительных. Да, они просто куда-то что-то везут. То есть, естественно, объяснение будет, лежали во дворе, загрузил, везу на другой двор. То есть, да, такой вот, есть, например, определенные, кстати, довольно жесткие требования к грузоперевозкам, и касающиеся именно перевозки леса. То есть они есть, они существуют. Например, при перевозке, например, леса обязательно наличие санитарного заключения на древесину. Это санитарное заключение получить не так-то и легко, то есть оно выдается уже организациям, которые проходят определенную проверку. Его наличие обязательно. Отсутствие такого разрешения уже само по себе создает определенные вопросы. У нас, к сожалению, это не только для нашего региона типично, вообще, наверное, вот эта вот инерция правоохранительных органов, то есть где-то, возможно, незнание, где-то, возможно, нежелание просто, например, проводить серьезное расследование. То есть само отношение правоохранительных органов к этой проблеме, оно должно измениться. То есть законы в Российской Федерации идеальные законы. Не во всем, конечно, есть определенные огрехи. Но если, например, сравнивать с европейским законодательством, хотя мы думаем, что Европа это такое замечательное место, райское место, но я вам скажу элементарно, для примера, официально бить жену в Европе было запрещено только в 1997 году. Понимаете? То есть на законных основаниях человека можно было бить. В СССР это понятие, то есть вот это избиение ближнего ушло уже давным-давно, то есть еще с 60-х годов. То есть, в общем-то, российская правовая система, она очень прогрессивная. И законы, и возможности имеются. Но, к сожалению, немножко не дотягивает до законов, нужно подтянуться нашим должностным лицам. Подтянуться именно до законов. Я сталкивался с ситуациями, когда лес вывозится не только перевозится по территории республики, но и вывозится за пределы, потому что вообще Ингушетия славится своими ценными породами леса. То есть у нас и дуб, и ясень. Вообще природа Ингушетии, она замечательная у нас. У нас практически страшных животных немного, а все, что нужно для жизни, у нас присутствует. То есть, в общем-то, животный мир, он удивительный в Ингушетии. И, конечно, к сожалению, со стороны правоохранительных органов, такой активности в его охране не замечается, к сожалению, не замечается. Но я думаю, что это, в общем-то, все-таки остаточно у нас еще процессы идут, что мы не обращаем внимания, например, кто когда жаловался на своего соседа, когда тот у себя жгет мусор, например. Никто, потерпишь и сгорит же он в конце концов. Для нас это нетипично такое пристальное отношение к защите среды. Но, к сожалению, скорее всего, жизнь заставит нас изменить свое отношение к этим вопросам. К сожалению. Ответ на вопрос, помню, как реально обстоят дела с тем вопросом, который вы озвучили. Есть две структуры, которые могут воспрепятствовать незаконной вырубке леса. Первое, это комитет лесного хозяйства, у которого закреплены лесничие за каждым участком леса. Они контролируют незаконную вырубку, отслеживают свои территории, как участковые милиции в сельских и городских территориях. И есть правовые органы, у которых посты стоят на всех наших дорогах. Не может ни один человек вести вырубку в лесу так, чтобы лесничий об этом не знал. То есть лесничий, невозможно. Потому что я знал лесничий, которые работали раньше в Чечне,
Они говорят, мы в Чечне знали, если в ДТХ рубится лес и его вывозят КамАЗ. Мы в Чечне знали. Ну, у них есть контакт, они все знают, этих людей не так много, их единицы, там, десятки на целый район. То есть первое – лесничий, коррупция. Второе – посты, которые должны задерживать этот груз на дорогу. Где-то задерживают и в силу, как говорится, незнания законодательства могут просто забрать лес, а где-то могут забрать мзду, скажем так, и пропустить. Да. То есть коррупция – причина незаконной вырубки леса. И, конечно же, те, кто вырубает, знают, что они вырубают, знают, что они должны досаживать эти деревья, но не досаживают, берут деньги и отдают их другим, стоят на постах, таким же лесничим. И вот так возят, идет наш лес, который у нас и так мало. Практическая часть. Не, ну это замечательно, кстати, да, замечательно вы разъяснили. Еще вопрос. Ну, Еще вопрос можно? Да, вопрос. По поводу уже городской инфраструктуры, вот мусор у нас, да, он аккумулируется в каком-то месте, все это потом разрастается. Вот вы уже сказали, что законодательство, наверное, оно в этом плане... Законодательство, да, действительно, вопросы местного значения, такие как, например, вывоз мусора, они вообще относятся к компетенции муниципальных властей. То есть, естественно, как муниципальная власть организует проблему мусора, это уже относится к ведению. То есть где-то, возможно, организация, например, муниципального какого-нибудь предприятия, да, по вывозу мусора. Есть, например, в рамках, например, какого-то, каких-то взаимных уступок, какие-то льготы предприятиям, хозяйствующим предприятиям, для, например, обеспечения этого вывоза. Ну и, в общем-то, сбор с населения средств на вывоз мусора – это тоже один из способов решения проблемы мусора. Потому что все-таки мусор, к сожалению, у нас вот на переработку мусора во всем мире, такая практика уже складывается в большинстве стран, что, так как это, в принципе, убыточный бизнес, он всегда субсидируется государством. У нас, к сожалению, вот эта практика еще не прижилась. То есть у нас мусор просто отвозится на полигоны. И поэтому заинтересованности в сборе мусора как таковой у граждан, например, и у хозяйствующих, и у предпринимателей, к сожалению, пока нету. Потому что все-таки мусоропереработка действительно она не дает большого выхода, именно не дает большой прибыли. Но в перспективе переработка мусора она всегда дает положительный результат. В целом оздоровление региона, плюс это пример, то есть, например, тот же раздельный сбор мусора, он организуется для целей какого-то производства. Опять-таки, если у нас нет мусороперерабатывающего завода, естественно, организовать раздельный сбор тоже смысла нет. Транспортировать мусор в другие регионы экономически нецелесообразно. То есть, к сожалению, сами механизмы у нас, в общем-то, они присутствуют. И сбор мусора, может, где-то есть какие-то исключения, конечно, где-то не доглядела администрация, где-то не провела соответствующую работу. Конечно, всякие эксцессы бывают. Но я просто знаю по опыту своему работы в администрации, что есть такой небольшой опыт, действительно работа ведется ежедневно. Понятно? Тогда сейчас, если вопросы нет, Я могу, в принципе, дополнить, если интересно. Вот так. Вопрос. Извините, просто еще раз надо занять место, потому что надо еще раз заснять и подписать. И приветствую. На меня обязательно. Пожалуйста, вот это палка, когда присутствуют юристы практики. Ну и, в общем-то, те, кто не обладает какими-то практическими знаниями, я надеюсь, что для них что-то новое и полезное вы узнаете. Итак, ввиду того,
того, что всякая человеческая деятельность наносит вред окружающей среде, то есть вплоть до того, что сам факт, то, что мы проживаем на этой земле, мы причиняем ущерб, например, атмосфере, да? Мы вдыхаем тот самый необходимый всем живым существам кислород и выдыхаем не всем живым существам нужного углекислого газа, тем самым наносим определенный ущерб. Наступая на землю, мы утрамбовываем плодородные почвы, живя где-то, строя дома, мы опять-таки лишаем мест проживания различных организмов, там, животных, птиц и так далее. Поэтому в российском законодательстве присутствует такое понятие, как платежи за использование окружающей среды. Ну, иногда называют их природоохранными платежами, но все-таки лучше сесть. Итак, вообще сама по себе масса экологической документации, которая существует и которая подлежит ведению в любой организации, она не такая большая. То есть вот мы видим, так как у нас объекты охраны природоохранительных норм, они различаются, у нас есть вода, воздух, земля, недра и так далее. Соответственно, и документация, которая разрабатывается в организации, она тоже различается именно по объектам охраны. Вот, к примеру, мы видим один из основных документов, которые должны быть в любой организации, это проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это вот этот ПДВ, так называемый. Он разрабатывается при наличии стационарных источников выбросов, например, котлов. Вот есть котлы, да, водонагревательные для отопления помещений. То есть вроде бы как бы везде есть и есть, ну и хорошо, но обязана организация вести учет, обязана рассчитать количество выбросов от таких котлов, например, и, соответственно, оплачивать в казну Российской Федерации тот ущерб, который наносится таким котлом атмосфере. Помимо того, что рассчитывается вот этот ПДВ, берется еще разрешение на выброс. То есть, опять-таки, в зависимости от содержания вредных веществ в выбросе, не все выбросы, в общем-то, невероятно токсичны. То есть, где-то есть, например, радиоактивные какие-то элементы присутствуют в выбросе, а где-то это просто СО и какие-то там соли тяжелых металлов, как бы нам уже привычные. Если есть возможность дать разрешение на выброс, природоохранные организации, такие, например, как Росприроднадзор, у нас в республике существует также комитет по экологии. То есть это организации, которые дают такие разрешения. Но сейчас между Росприроднадзором и комитетом по экологии полномочия разделены, по определенным моментам они только взаимодействуют. Раньше вы, в принципе, брали все, раньше мы брали все разрешения именно в экологическом комитете. Сейчас вот у нас как-то больше порядка стало именно в рамках природоохраны. Сейчас мы уже обращаемся в Росприроднадзор. Схема получения разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, они, в общем-то, у нас такие стандартные. То есть нанимается организация специализированная, где у нас имеются специалисты по экологии, по выбросам, проводятся соответствующие замеры с помощью специальных устройств, и все это выводится в таблицу. Эта таблица заверяется, во-первых, уполномоченным именно по этой организации, то есть это коммерческая деятельность. Заверяется уполномоченным, и это все сдается для утверждения уже в Росприроднадзор. После рассмотрения нормативных вот этих выбросов уже Росприроднадзор дает разрешение на выбросы вредных веществ.
уже на основании имеющихся данных. Это все вносится в реестр, и на организацию, помимо разрешения, уже налагаются обязательные платежи, то есть определенного размера платежи. По воде. Дело в том, что не все организации, в общем-то, используют воду в своем производстве. Ну, конечно, для большинства организаций вода – это один из основных таких ресурсов, можно сказать, производительных. То есть воду организация может осуществлять как забор воды, так и выбросы в воду. Забор воды, опять-таки, необходимый для технологических нужд, он регулируется соответствующими нормативами. Точно так же регулируются и выбросы в воду. Здесь у нас уже называется это, вот здесь сам проект, нормативов по допустимым сбросам. И уже мы получаем нормативы допустимых сброса вещества и микроорганизмов в водные объекты. И где мы это заявление по этому пишем, так как у нас водные источники в разных сферах влияния находятся, например, поверхностные водные объекты у нас находятся в муниципальной собственности и относятся к ведению муниципальных образований. Есть источники водные регионального такого значения, и есть источники, которые относятся к федеральной юрисдикции. Соответственно, и разрешение по сбросам выдается различными структурами. Если у нас федеральные именно относятся юрисдикции водные источники, то это уже, соответственно, Росприроднадзор. Если это относится к, например, таким вот местечковым, поверхностным, например, водным источникам, все это, естественно, идет уже Комитет по экологии и природным ресурсам Ингушетии. Ну и по отходам. Отходы – это тоже один из основных видов, в общем-то, один из основных источников проблем экологических. И отходы образуются, в общем-то, при любой жизнедеятельности, ну и особенно токсичные отходы образуются при производственной деятельности организаций, хозяйствующих элементов. Ну, для примера, отходы вообще по закону об отходах делятся на несколько видов, то есть по степеням опасности. То есть первой степени по четвертую степень опасности. Ну, для примера, вот, например, вот эти вот лампы, которые мы видим, вот сейчас мерцают, эти лампы относятся к отходам именно первой степени опасности, так как они содержат внутри опасное вещество, пары ртути, и, в общем-то, их утилизация, она подлежит в специальном особом порядке. Их нельзя выбрасывать, например, с обычным мусором вместе. То же самое мы можем сказать, например, вот про такое вроде в быту встречающееся промасленная ветошь, то есть тряпки, загрязненные маслом. Вроде бы как бы, да, обычное дело, но тем не менее это все-таки такой отход первой степени опасности, то есть очень опасно для здоровья. Практически не подлежит, не способен к разложению, так как масла у них особые свойства. Ну и, в общем-то, аккумулирует огромное количество микроорганизмов, которые не всегда полезны для человека. И вот есть специальный термин, то есть специальная документация, которая разрабатывается в организации. Это так называемый проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Вернувшись к теме организации именно вредных выбросов в атмосферный воздух, мы можем как бы аналогии, параллели провести. Опять-таки, специализированная организация занимается разработкой этого проекта. То есть мы нанимаем специальных людей, экологов с дипломами, образованием, которые с помощью приборов, рассчитывая, например, какие-либо, в общем-то, любой объект
который способен производить отход, отходы от этого объекта можно рассчитать по определенным формулам. И, соответственно, вот эти вот проекты формируются специальными организациями. Они разрабатываются обычно сроком на 5 лет и, в общем-то, являются основой для создания, например, паспортов опасных отходов, которые формируются уже специализированными учреждениями, то есть министерствами. И вот в рамках, именно после подготовки проекта нормативов, уже, соответственно, формируются нормативы образования отходов, лимиты на их размещение. Эти лимиты и соблюдение нормативов, они подтверждаются предприятием ежегодно в рамках именно отчетности. Ну и вот пример документа о утверждении нормативов образования отходов и лимита на их размещение. Сама эта документация, она довольно-таки большой объем занимает. Это, если, например, среднее учреждение, где где-то 5-6 машин, это листов 30-40, вот так вот. Если учреждение крупное, если у него много объектов, которые, например, производят выбросы или от которых в процессе эксплуатации которых образуется множество отходов, соответственно, документация получается объемнее. Ну и, в общем-то, паспорта опасных отходов. То есть вот у нас есть 4 класса опасности отходов, и на отходы выше 4-го класса опасности уже необходимость возникает для создания паспорта такого отхода. И есть у нас паспорт отхода, он существует в каждой организации. Паспорта делаются именно на те опасные отходы, которые формируются в такой организации. Ну, если у нас, допустим, в ведении организации существует один автомобиль, то уже мы можем точно сказать, что избытки масла, да, масляные фильтры, аккумуляторы, лампы галогенные там, или еще что-то, что у нас относится, вернее, к отходам с 1 по 3 класс опасности, они уже подлежат соответствующей паспортизации. Ну и вот пример паспорта опасного отхода. Вот здесь мы видим согласование, видите, у нас утверждено самой организацией и согласуется обычно, согласуется у нас и в комитете эти паспорта. Вообще Росприроднадзор должен согласовывать по правилам. У нас просто немножко есть деление. Ну и, соответственно, вот у нас отчетность. Отчетность, форма 2ТП, воздух, она, в общем-то, подлежит сдаче всеми организациями и учреждениями. Мало кто сдает, не все сдают, например, по водному хозяйству, потому что не все используют воду именно в рамках своей работы. Форма 2ТП, именно образование, использование, транспортирование, размещение, это сдают, в общем-то, все предприятия, которые отходы вообще формируют. Для чего нужна экологическая документация? В первую, естественно, очередь она важна для контроля за организациями, которые осуществляют производственную деятельность, за контроля степени воздействия этих организаций на окружающую среду. Естественно, чтобы погасить, как-то возместить вот этот вот вред, который наносит предприятие, с него взимают определенную плату. Это вот так называемое, мы с вами в первой части занятия говорили, что существуют способы воздействия, такие фискальные. Вот это один из примеров. То есть здесь у нас взимание платы за выброс в атмосферу загрязняющих веществ,
сбор загрязняющих веществ микроорганизованных объектов и за размещение отходов. В общем, это адекватная плата за тот вред, который организация наносит в окружающей среде. Ну, это пример лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов. У нас деятельность по транспортировке отходов, даже транспортировки, является лицензируемой. И любая организация, которая вывозит мусор, может быть, у вас в муниципальном образовании что-то есть, имеется в виду, это организация, обладающая такой лицензией. Ну, есть еще одно правило, в самом законе об отходах сказано, что отходы третьего и ниже классов опасности, они, в общем-то, их транспортировка не нуждается в обязательном лицензировании. Но если честно, если мы даже просто бытовые отходы начнем перебирать, мы там найдем огромное количество объектов, предметов, которые относятся к высшим